Я продолжаю писать карту дня на 11 ноября, пятницу. Смотрим следующие 6 знаков зодиака от весов и до рыбок. Если вы зашли на видео, а вам нужны первые 6 знаков, значит вам нужна первая часть. Ссылочку я всегда для вас оставляю под видео в описании. Ну, или можете на канале найти на моем Таро дома. А также еще есть вариант, вы можете в комментарии оставить запрос. Да, вот в комментарии под этим видео напишите свой знак зодиака или мне нужна первая часть. Я вам обязательно оставлю. До вечера я стараюсь на все комментарии ответить. Смотрим дальше. Значит, весы. 11 ноября, пятница. События дня. Сразу же ножницы выпадают. У вас может решиться какой-то вопрос в субботу. Ой, в субботу, в пятницу. Верность, гармоничные отношения будут в паре. Ну, если, конечно, пара есть. Корону нельзя. Ключик. Все в ваших руках в этот день. Да, то есть поэтому у вас все и получается. Решить сделать. Деловое общение. Какие-то разговоры, переговоры. Общение с друзьями. Удача. Так, и проверяем горизонталь, вертикали. Колебания, сомнения. Стоите перед выбором. Всегда это событие показывает. Угу. Так, здесь нет. Получается, в этот день может решиться вопрос. Все будет в ваших руках. То есть это все зависит от вас. Дальше все хорошо в паре. Деловое общение, выбор, удача на вашей стороне и общение с другом, подружкой. Так что смотрите, у вас очень хороший день. Много хороших событий, да, то есть ключ, удача, решение вопроса. Но есть и минус, да, это какой-то сложный выбор может еще быть. Благодарю за внимание и перехожу к скорпионам. Так, скорпиончики, поехали, смотрим. 11 ноября, пятница, события дня. Так, смотрим. Пустые разговоры, колокольчик. Не хотят события вам выпадать. Обман, маска может быть, так что будьте осторожны в этот день. Госучреждения. Возможно, обман в госучреждении. Видите, подряд.
Ключик. Ну, ключик это уже хорошо. Ключик это все в ваших руках в этот день, да, то есть все зависит от вас. У вас может все получаться, удаваться, потому что двери открыты, так сказать. Разлука, чемодан еще есть. Возможно, кто-то будет уезжать в этот день, или вы будете куда-то отправляться с чемоданом. Кстати, казенный дом может показывать аэропорт, ЖД вокзал. Кого-то встречаете, провожаете. Так, смотрим. Здесь нет. Угу. Ну, здесь я не вижу совпадения. Получается, у вас в этот день разговоры с утра, затем разлука, расставание, посещение госучреждения, ключ, открытые двери, возможности. И единственный минус – это обман, да, то есть маска. Возможно, какой-то человек будет вас обманывать в вашем окружении. Так что, скорпиончики, надо включать, да, рентген и всех сканировать. У тех, у кого день рождения 11-го, вот это что еще ж ваш день, я вас поздравляю с вашим днем рождения. Надеюсь, да, никто вас не обманет в этот день. Благодарю за внимание и перехожу к стрельцам. Так, стрельцы. Смотрим, 11 ноября. Пятница. Стрельцы. События дня. Время. Сразу же первое подает будильник. Будет какая-то проблема со временем. Не прозвонит будильник, да, либо если даже прозвонит, то что будете не успевать, спешить, смотреть на часы. Так что лучше все делать заранее вам в пятницу. Да, смотрите, показывает, что, возможно, казенный дом, какое-то госучреждение. Вам надо на определенное время в госучреждение. Вы можете не успеть. Деловая встреча. Встреча какая-то. Ожидание или наоборот. Ожидание, корабль. Приехали, да, то есть и долго ждете, время тянется. То есть будильник всегда показывает, мы смотрим на часы, да, то есть либо торопимся, либо наоборот долго ждем. Но у вас похоже, что вы наоборот будете ждать. Ну, на всякий случай, знаете, лучше приехать пораньше и подождать, да, чем спешить, нервы себе тратить. Нерешенный вопрос. Есть какой-то, видимо, нерешенный вопрос, который хочется решить. Но решения не будет. Видите, ножницы не совпали. Да, то есть не получается решить. Сундук нельзя. Исполнение желания. Информация. Получение информации. И вот это, получается, вы это дело не решите, да, в этот день, но вы получите какую-то информацию, скорее всего, которая, да, даст вам понимание того, что, может быть, решится позже. Еще я здесь пропустила, у вас конфликт. То есть два меча, два мнения, конфликт из-за чего-то. Или из-за ожидания, или из-за вот этой проблемы со временем. Так, и показывает, что в конце дня у вас может быть прекрасное настроение, солнышко. Последним событием выпало. Дорога. То есть я так понимаю, что после всех этих событий будет какая-то дорога, которая, ну, доставит вам много радости. Поднимет вам настроение немножко. Смотрите, это уже рядышком ложится. Ну, печаль это, скорее всего, вот так проиграется вверху.
я так понимаю, разочарование. И здесь нет. Получается, смотрите, с утра проблема со временем, ожидание, встреча, госучреждение, разочарование, да, какое-то от нерешенного вопроса, конфликт. Возможно, вы будете конфликтно, да, как-то пытаться через конфликт решить вопрос. Показывает, что маловероятно. Вы только сможете получить максимум это какую-то информацию, да, то есть, ну, решить точно ничего не получится. Дальше, это вот из минуса. Из плюса исполнится желание, может быть какая-то поездка, и вы будете очень довольны, да, то есть, скорее всего, что вот эти последние события, они перекроют вот это вот неприятный, да, неприятный осадок, который останется после этого события. Так что, стрельцы, вот такой день, да, 50 на 50. Сначала минус, потом будет плюс. Ну, в принципе, вы зато вот уже морально, скажем так, готовы, да, потому что даже если этот вопрос не решится, ничего страшного, да, можно решить на следующей неделе. Так что не переживайте сильно. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к козерогам. Козероги. Одиннадцатое ноября, пятница, события дня. Ага, так, интимная связь и могла быть новость. Но мне почему-то кровать бросилась в глаза первая. Я оставляю кровать. Если вы увидели новость, значит, у вас проиграется вот эта новость. Змея. Опасность, да, то есть какой-то опасный человек. Время. Проблема со временем. Неприятность. Неприятность из-за времени, да, то есть не хватает, спешим, не успеваем. Шарики нельзя. Приглашение. Может быть, приглашение на определенное время. И показывает общение с каким-то очень влиятельным человеком. Вот обычно, да, то есть к такому человеку обычно назначено по времени. Это, кстати, может быть врач. Змея иногда врача показывает, да, то есть, например, если мы объединяем вот эти события 3, да, то есть получается врач, да, то есть человек в короне на определенное время. А неприятность может показывать, да, что вы как-то вот не успеваете, не получается у вас. Периметр я не нашла, ни горизонтали, ни вертикали. Значит, смотрите, кровать, да, то есть, опять же, у нее два значения. С одной стороны, это интимная связь, а с другой стороны, это желание, да, вот полежать, отдохнуть, нет сил, да, то есть, если мы говорим о здоровье, если мы рассматриваем змею как врача, да, то есть, тогда кровать, скорее всего, это больничная койка. В общем, кровать. Дальше, опасный человек, либо человек, связанный с медициной. Вы куда-то должны будете попасть на определенное время. Возникнет неприятность, да, которая создаст вам какие-то трудности для того, чтобы вы попали в это место, да, в определенное время. Приглашение и еще влияние, ну, какой-то влиятельный человек, вы с ним будете общаться в этот день. Может быть, этот человек вас пригласит. Так что как-то вот так здесь выпадают события. Может быть, вы для себя увидите это по-своему. Я обычно называю события, а вы уже понимаете, о чем там идет речь. Благодарю за внимание, козероги. Перехожу к водолеям.
Так, Водолей. Одиннадцатое ноября. Пятница. Покажите мне события Водолея. Ножницы. У вас может в пятницу решиться какой-то вопрос. Может быть, постригаться пойдете. Приглашение. Гости. Приглашение в гости. Якорь. Прибытие. Скорее всего, в вашем случае. Или якорь подтверждает ножницы. Якорь — это тоже, когда мы что-то заканчиваем, ставим точку. Да, как и ножницы. Отрезали, да, и забыли все об этом вопросе. Череп. Плохое самочувствие. Ну, или же, допустим, планово посещаем там больницу. Запланировали, а череп подтверждает. Надежда. Общение с семьей, с детьми. Детей часто показывает, когда мы проводим время. Хорошее настроение, довольны. Может быть, в гостях будут дети. Ключик нельзя. Рыбу нельзя. Нет, здесь нет, нет, нет. Удачу нельзя. Нет, и новость еще есть. Получение новости. Ключик нельзя, не помню, говорила я вам или нет, да, потому что эта карточка зафиксирована уже. Смотрите, значит, получается, в этот день у вас может решиться какой-то вопрос. Вы получите приглашение в гости. У вас, скорее всего, якорь — это прибытие, да, то есть прибытие в гости. Также вы можете заниматься здоровьем в этот день. У вас есть надежды, общение с детками, хорошее настроение и получение новостей. Так что вот такой у вас замечательный день, ну, за исключением, да, то есть вот непонятно, как череп себя проявит. Это планово, да, вы собираетесь заниматься, или это вот внезапно, возможно, да, будут какие-то проблемы со здоровьем. Благодарю за внимание и перехожу к рыбкам. Одиннадцатое ноября, пятница. События для рыбок. Покажите мне, меня интересует. Смотрим рыбки. Конфликт может быть 11 в пятницу. Причем это не метла, понимаете, то есть это мечи, то есть это острый конфликт. Казенный дом, госучреждение. Может быть, в госучреждении вы там поругаетесь. Деловое общение.
Вот как вариант, смотрите, бабочка всегда показывает пару, то есть два человека встретились для того, чтобы обсудить какие-то вопросы рабочие либо деловые. Да, то есть это, да, вот эта встреча может закончиться ссорой. Два мнения, люди не могут, да, вот договориться, найти компромисс. Болезнь. Опять же, это может быть просто после ссоры, знаете, такое самочувствие не очень хорошее, внутреннее. Домик нельзя. Цыпленок. Семейная жизнь, общение с детьми. Ну, если есть дети. Слезы. Опять же, слезы, скорее всего, относятся к вот этой ситуации, да, то есть, ну, это не то, что прям рыдать будете, да, ну, просто будет неприятно, да, то есть, как-то какое-то разочарование. Так, хорошо, смотрим дальше. Застолье нельзя. Здесь нет, нет и нет. Больше не вижу. Получается, у вас в этот день выпадает конфликт. У вас будет посещение госучреждения, деловое общение, плохое самочувствие, слезы. И это, кстати, может быть больница, смотрите, да, то есть тема здоровья, болезнь, больница, возможно, какие-то процедуры болезненные, как вариант. И еще общение с детьми. Семья, дети, то есть это могут быть внуки, это могут быть племянники, крестники, то есть просто какие-то детки. Может быть, дети друзей даже. Но общение с детками будет еще в этот день. Так что, рыбки, вот такая информация для вас на пятницу. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.